В селе Елаур Сенгелеевского района Ульяновской области открыли памятник известному тележурналисту, члену Союза писателей СССР, лауреату литературной премии Союза профессиональных писателей Чувашии имени Петра Осипова, заслуженному работнику культуры Чувашской ССР Петру Маркину. Почтить память выдающегося земляка пришли многие местные жители. Большую часть жизни Петр Маркин прожил в Чебоксарах, но свои произведения посвятил местам в Ульяновской области, где родился и вырос, провел военное детство. После службы в советской армии устроился в редакцию газеты в Казани, потом переехал в столицу Чувашии, был редактором газеты «Молодой коммунист». Также более 20 лет проработал на чувашском телевидении, был автором передачи «Природа и мы». По его произведениям сняты 3 телевизионных фильма: «Мелодия леса», «Степушкино поле», «На берегах Малейки». Всю свою творческую деятельность Петр Маркин посвятил воспеванию красоты родного края, сохранению окружающей среды. Из-под его пера вышли такие известные произведения, как «Сын лесника», «Багряный клен», «Песни бронзовых сосен» и другие. Книга «Полынка» в 2007 году была признана самой читаемой в Чувашии. Его добрые творения, рассказы, новеллы, повести, стихи, посвященные родной природе, читают и перечитывают. Маркин отличала всегда целеустремленность и вера, большая вера в доброту людей. Мы с ним часто спорили по этому поводу. Но вот эту веру в доброту людей он пронес через всю свою жизнь и через все свое творчество. Во всех почти книгах вот это для него являлось главной нитью. И он всегда говорил, что положительных людей в нашей стране гораздо больше, чем плохих. Инициатором установки памятника на родине журналиста и писателя выступил житель села Елаур Валерий Харитонов. Таким образом, он хотел отметить вклад Петра Маркина в культуру и историю края. Идея пришла после смерти Петра Григорьевича. Так, бюсты, памятники таким людям, которые и очень добрый, очень талантливый, душой болеющий за малую родину. Короче, он заслужил это. И я горжусь, что живу на родине Петра Григорьевича Маркина. Валерий Харитонов проделал большую работу. Провел собрание земляков, организовал сбор средств и нашел того, кто воплотит его идею в жизнь. Установить бюст было решено возле Дома культуры в селе Елаур. Когда я начал создавать его образ для памятника, у меня появились проблемы. Проблемы того, что я же не видел его живьем. Вот какой характер передать, это очень важно для художника, понимаете. Лично, когда знаешь, это легко его делаешь. Потому что ты его представляешь, руки сами делают, он перед тобой. А тут образа нет, его создавать надо по фотографиям, собирательный образ. Но, тем не менее, когда, в смысле, родственники приняли его, как живого, родного, и коллеги воскликнули: да, похож. Мне это понравилось. В открытии памятника приняла участие делегация из Чувашской республики. Гости в подарок привезли недавно вышедшие в свет 3 тома избранных произведений Петра Маркина. Дарья Ананева, Алексей Енейкин, Святослав Петров. Вести. Чувашия.